Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. В нашей студии сегодня Харитина Федорова, специалист по выставочной и информационной деятельности Союза художников Якутии. Харитина, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Татьяна Павлова, сотрудник медиацентра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Татьяна, добрый день. И в нашей студии сегодня Елизавета Мигалкина, поэт, член Союза писателей Якутии и России. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем про выставку, которая называется «Якутский язык глазами художника». И звучит она по-якутски «хугон», да? Но вы меня, поправите. И созвучно слову «восхищение». Кроме того, что этим точно стоит восхищаться, это еще название, оно как бы непонятно, как может художник нарисовать якутский язык. Тем не менее, этот проект достаточно успешный. Он начался в 2022 году. Также он был в 2024 году. Да. И еще будет продолжать радовать зрителей, да, которые приходят и прикасаются к красоте. Но давайте начнем, наверное, с того, как эта идея зародилась, почему такое название и какая цель проекта. Как вы решили создать такое? И зачем? Лиза начнет, я думаю, да? Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень приятно сегодня прийти перед Днем родного языка на прямой эфир и пообщаться на тему нашего родного языка и родных звуков, которые мы стараемся, так сказать, проблемы стараемся как-то решать посредством наших грантовых, так скажем, выставок, разных мероприятий и так далее. Да, об этом мои подруги расскажут подробнее. Но с чего началось все это? Все это началось, возможно, с того, что мы стали замечать, что в нашем родном языке стали исчезать некоторые звуки. С приходом, так сказать, гаджетов мы заметили, что очень многие не используют якутские буквы в клавиатуре телефонов, а также звук «н», носовой «н», активно стал пропадать с обихода. А почему не используют? Потому что не хватает букв на этих кнопочках? Так сказать, это надо забить и поискать клавиатуру якутскую. Настроить там. Скачать, да. Не все айфоны, допустим, регают все эти виды клавиатур, скажем так, да. Как-то было сложно. Оказывается, людям сложно сбивать клавиатуры. Да, сейчас же чем проще, тем популярнее. Все хотят попроще. Да. И с этим упрощением, с этой унификацией пришла такая проблема, оказывается. И, как сказать, молодежь в основном, да, как-то мимо все как-то прослушивала все эти мои замечания. Я как педагог, как учитель не могла пройти мимо ни одной ситуации и старалась все это как-то заострять, как-то приближать молодежь к этой теме, своих учеников, бывших даже, да. Вы педагог, вы преподаете русский я язык? Преподавала, да, но сейчас нет. Сейчас якутский. Сейчас я вообще занимаюсь больше творчеством. Просто пишу стихи и на якутском языке. Но я рада, что у меня есть коллеги, девушки, которые со мной занимаются уже проблемой родного языка на таком уровне. Это в первую очередь Таня, которая чисто практически решает наши проекты, скажем так. Она пишет гранты. Давайте Таню послушаем. И вы, Татьяна, вы автор этого проекта, да? Не автор проекта, а автор скорее заявки, да, грантовой заявки. Может быть, по порядку, да, немножко. Как Лиза отметила, буквы начали искажаться, да, в силу замещения их
другими знаками, буквами, имеется в виду из кириллического алфавита, да, это началось вот лет 12-15 назад, когда смартфоны появились. И вот большая благодарность и большое уважение людям, которые забили первую тревогу. Это вот Ульяна Алексеевна Винокурова, профессор Арктического института культуры и искусств, и языковой активист Николай Павлов, Халан. Именно с их подачи вот появилась у нас вообще раскладка якутская. Вот эти вот буквы появились в смартфонах в виде клавиатуры. Но, тем не менее, время проходило, а люди, ну, большинство, и они еще проводили как бы тоже вот просвещающие акции, как устанавливать эти клавиатуры, как пользоваться, да, настраивать и так далее. Но, тем не менее, вот эта тенденция замещения якутских букв там цифрами и другими знаками, она продолжалась. И вот мы начали работать уже в 2021-2022 году. Вот. И вот в таком дружеском общении появилась идея с подачи Лизы, что вот оказывается у тувинцев есть арт-объект, то есть, ну, как памятник, да, 3 буквам, их именно, ну, тувинским буквам в центре города. У них там буквы Н и Ю. И Лиза мне показывает фотографию, говорит, я хочу, чтобы наши вот 5 букв стояли где-нибудь у нас в столице в виде тоже арт-объекта. Ну, и 5 букв, которые потеряны. Ну, они еще не потеряны. Не потеряны. Но сейчас, мне кажется, мы уже более сознательнее относимся и к языку, и к буквам, да, в частности, к вообще грамотности, своей письменной грамотности. У нас в республике очень много же мероприятий проводится в поддержку языка. Вот предстоит, допустим, 13 февраля у нас, да, День родного языка. Ну и вот и мы задумались, как можно это осуществить уже в нашем городе, поставить как бы визуальное напоминание этим буквам в центре города. И так и появились наши партнеры. Первая национальная библиотека. Это место, где я работаю, в медиацентре не Республики Саха-Якутия, а Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И с поддержки библиотеки, фонда развития инноваций первый год, вот когда мы начинали, да, компания «Камелёк», потом смарт-библиотека. И вот мы, объединившись, но главный наш партнер, конечно, Национальная библиотека изначально, поставили во дворе библиотеки арт-объект на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Вот. Ну и тогда уже появилась... И в поддержку вот этого арт-объекта мы решили проводить выставку, потому что идею этой выставки нам подсказала федеральный эксперт по грантовой политике, по общественным проектам, можно так сказать, даже Анна Котова. Она говорит, что вы должны собрать сообщество, организовать людей. Сам по себе арт-объект, он не сможет собрать людей, ну, донесет мысль, конечно, но вот сам по себе он может и не сработать. И вот так вот появилась эта выставка «Якутский язык глазами художника». Она появилась как, ну, получилась как выставка исследования, может быть, да. И тут, наверное, надо передать слово Харитине, потому что вот в этом году, вернее, в 2024 году нас очень хорошо поддержала, уже присоединилась как равноправный партнер Союз художников Якутии. Это уже, ну, как бы очень высокий уровень, я считаю, и мы очень как бы рады и этому сотрудничеству. Как художники отнеслись? И на выставке там очень много известных имен художников, да, которые... Вообще нужно отметить, что сейчас такое время, когда люди уже очень сильно торопятся, очень все происходит мобильно, быстро, и изобразительное искусство, оно само по себе это быстрое искусство, это когда зритель может прийти, увидеть и уже прочувствовать мысль художника, тот диалог, который строится на основе картины. И именно вот то, что вот идея и проблема якутского языка в целом, оно пришло к изобразительному искусству, оно неспроста, потому что именно через изобразительное искусство можно быстро передать информацию и дать людям почву для размышления. И когда Союз художников Якутии присоединился к этой идее, к этому проекту, то, конечно же, через выставку. Как еще можно реализовать, да, это мероприятие только через выставку. И получается, вот эта вот выставка «Херон», якутский язык глазами художника, это очень успешно реализованный проект, который отражает не только изобразительное искусство
в историческом аспекте, но и в современном. Там у нас есть и именитые художники выставлялись, Марьяна Лукина, Джулустан Байтунов, и молодые. Молодые, например, Василий Камшилин. Как раз его картина с чараном и буквами, она была везде в афишах. Тем более Василий Камшилин, он вообще не местный, он художник, уже давно живет здесь, в Якутии, но он сам из Центральной России, но очень за последние годы ассимилировался и очень принимает активное участие в якутских выставках и внес свой вклад, можно сказать, именно в популяризацию якутского языка. Мы очень рады тому, что эта тема затрагивает широкий пласт населения, и в том числе и русскоязычных художников, и русскоязычное население. И выставка сама вобрала в себя и графику, и живопись, и скульптуру, и декоративно-прикладное искусство. Был и перформанс, была и цифровая графика, то есть очень-очень такой широкий пласт искусства был отражен, и он же, можно сказать, построил диалог с зрителем и поднял такую болезненную тему, как сохранение родного языка. Все-таки наш регион, он отличается от многих регионов национальных тем, что мы очень дорожим своим языком, своей культурой в целом. И это наша гордость, это то, что мы должны беречь и нести из поколения в поколение. И думаю, вот этот проект «Якутский язык глазами художника», он сделал очень многое и сделал прорыв именно в популяризации этой темы. Поэтому мы очень рады, что именно на нашей площадке в Союзе художников прошло это мероприятие, и было очень много зрителей, очень. Всего лишь месяц длилась выставка, это с 1 ноября по 30, и был большой шквал зрителей. В каком месте она проходила? На Белинского, 44, второй вот там, этаж. где Союз художников. Там, где Союз художников. И у нас вот целая книга отзывов, практически полная. И мы очень рады, что... А что пишут, может быть, вы что-то зачитаете? А почему так мало выставка работала месяц? Это же мало, чтобы вот ее хорошо посмотрели, большое количество людей. Было заложено в проекте, по плану проекта строго. А не будете увеличивать время выставки? В будущем, да, нужно подумать. Но в будущем мы планируем реализовать проект уже чуть-чуть в другом формате. Да, в следующем году. Пока не будем рассказывать. Пока не будете Да. рассказывать, что... И интригу оставите. Да. Вот, например, здесь очень интересная... в основном отзывы на якутском языке. Вроде бы как и в тему. Да. Так. Но для продвижения якутского языка сейчас очень много делается. Сейчас же целое движение. Много разных движений. Даже много разных, да? Да, очень много разных движений. Это прям отрадно, конечно. Да, и аудитория была такая разношерстная, и там и были и студенты, и школьники, и детсадовские дети, и профессора, и преподаватели. То есть вообще такой обширный охват был. Это все замечательно, конечно, но все-таки делайте скидку еще и тем, кто якутский язык не знает и живет здесь в республике. Тем более выставка была бесплатная, то есть вход был свободный, и я проводила экскурсии. И меня очень порадовал интерес именно молодого поколения. У нас еще там была такая инсталляция, просто белая доска. И любой желающий мог прийти и нарисовать там что-нибудь после того, как посмотрел выставку, то есть свои какие-то чувства, эмоции выразить. И эта доска сейчас стоит, и она очень красивая, и там очень много слов, таких воодушевляющих. И очень радостно то, что именно авторы это в основном были дети. Рисовали слова, получается? Рисовали слова, всё, писали, все, что хотели. То есть такая полная свобода. Такая вдохновляющая получилась стена. Прям мудборд какой-то. Классно прям. А сколько человек посетило эту выставку, и кто в основном приходил? Возраст? По отчетам 400,
вход свободный был, поэтому зафиксировать именно каждого зрителя было сложно, но именно по книге отзывов, по фотографиям, ну, где-то 400, но мне кажется, что больше, намного больше. И зрители были от нуля, там были грудные дети, до старческого возраста, да, очень пожилые люди тоже посещали, они прям приходили в такой холод с тросточкой, такие радостные. И самое отрадное то, что каждый зритель практически, кто был и кому я проводила экскурсии, они очень радовались и благодарили за то, что мы затронули такую тему, то, что мы работаем над этим. Это было очень трогательно. А на картинах что было изображено? Самое разное. Например, вот картина Василия Камшилина из Чарана, выплывали якутские буквы. Василий был, когда гостил у нас в студии, очень мне он понравился, такой скромный молодой человек, очень приятный. И его картины он прямо рисует, как будто это фотографии. Я запомнила вот какие-то районы нашего города. И думаю, надо же, даже невозможно поверить, что это нарисовано. Да, он художник-график, он закончил Суриковку. То есть у него такая крепкая, основная, хорошая школа академическая. Да, талантливый и скромный очень. Очень скромный, талантливый человек. Вот еще у нас была работа Антонины Шадриной, «Первые слова». В смешанной технике там и печать была, там и рисунок был, там и даже вышивка была очень интересная. И основана на старых фотографиях и исторических данных. Очень такая ёмкая работа. И ювелирное искусство у нас было. Ювелирные изделия от Александры Неустроевой, тоже, да, соавтора проекта. Она исполнила в серебре и войлоке украшения, которые олицетворяют якутские пословицы. Это тоже была очень интересная работа. Тоже интересно, как надо же. Да. Там было и панно, где изображена цифровизация нашего мира, и как это соединяется именно с якутской культурой. Когда раньше были алонхосуты, которые рассказывали эпос, и так распространялась информация, история, а сейчас все распространяется через интернет. То есть и очень интересная такая работа. Все это как круговорот Земли, жизни. И информация — это жизнь, это развитие, это то, что остается на века. Информация слова, да? Да, информация слова. Ну, слово было в начале, а слово будет и в конце. Верно. Вот. Вы так ничего и не нашли интересного? Так долго листали? Там даже вот какими-то детскими, да, буквами? Да, тут и детские рисунки у нас есть. Очень разноплановые были работы же, да? Из керамики Аюша делала. Да, из керамики Аюша сделала посуду в виде газет. И все удивлялись, все думали, что это газеты. Там был графин, вот такой вот вытянутый, и тут крышечка в виде головы от рыбы, ну, как рыбная головушка. И она открывалась, и это графин. Очень интересно. Наши зрители сегодня смогут что-то увидеть, да, потому что вы подобрали, да, сделали подборку с выставки. А вам самим что больше всего понравилось, как зрителям на этой выставке? Что-то отметили для себя? Да. Что-то такое, может? Ой, чудесно. Ну, вообще понравилось, что разножанровая выставка получилась. Там были академическая живопись была, да, и вот как и современное рассказала, искусство. Современное искусство, да, интенсивно у нас, оказывается, развиваются, но даже из переработанного материала были работы. Да, вот я как раз... Янсур наша, да, вот представила. Она делает, так. Там была кольчуга из расплавленного алюминия банок. Консервных банок. Да. Обычных банок. Это она сделала? Да. Это она сделала. Она вообще такие интересные материалы находит, да, и как-то делает это такое ни на что не похожее абсолютно. Да, и кольчуга, как она это придумывает. Кольчуга как защита. И интерпретируется как якутский язык — это наша защита. Это наша кольчуга. Да, на первой выставке она, допустим, использовала переработанные кассовые чеки. Вообще она за безотходное как бы производство, искусство безотходное. Получаются такие очень интересные
Как будто бы формы, что-то такое японское, мне кажется, вот она что-то делает, какой-то Японии Ну, такой. может быть, да. У нас сейчас будет короткая реклама. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, мы скоро вернемся в студию и будем еще говорить про выставку, которая радует многих. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, и мы продолжаем говорить о выставке «Якутский язык глазами художника», но я хочу обратить ваше внимание, что мы подводим итоги этой выставки, то есть эта выставка сейчас уже не идет, но ее можно посмотреть на сайте Национальной библиотеки, да? Да. И еще есть виртуальная, да, версия этой выставки. Ну, вот это и есть, да, это вот виртуальная она и есть, выставка да? на сайте. Те, кто не видел, и вот как раз сейчас во время рекламы говорили, я думала, что это так задумано, что вот как будто не перекормить зрителя. 1 раз в 2 года эта выставка проходит, и в течение месяца она прошла в ноябре прошлого года, в 2024 году. А оказывается, это просто потому, что, в общем-то, это общественная такая нагрузка, да, и вы все люди занятые, и, в общем-то, сильно много времени нет для того, чтобы этим заниматься более продолжительно, да, и плотно. Но, тем не менее, результаты отличные, целая книга отзывов, которые мы сейчас хотим прочитать. Наконец-то нашла на русском языке отзывы. Вот от имени группы исторического отдела факультета Северо-Восточного федерального университета огромную благодарность выставке «Гавен» за проделанную работу и интересную экскурсию по выставочным залам. Через выставку мы прочувствовали богатство и уникальность священного якутского языка через визуальные образы. Для нас это бесценные знания и новый опыт. Нам очень понравилась эта выставка. Уроя и халышевец. Такие хорошенькие. Огромная благодарность организаторам выставки и художникам за поиски на реализацию идеи. И думаю, у вас все получилось. Удивляет большое количество техник и экспериментов для осмысления и подачи темы якутского языка. Это светлое и большое дело. Поэтому желаю всем дальнейших успехов продолжать это движение. Ну, приятно, Здорово, когда да. такие отзывы. И для слушателей и зрителей я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии гостят организаторы этой выставки. Это Харитина Федорова, Татьяна Павлова и Елизавета Мигалкина. И мы говорили о том, что художники и молодые, и известные участвовали в этой выставке. Насколько охотно они согласились принять участие, и что для них является мотивацией вот участия в таких проектах? Ну, вообще, в целом, отбор проходил через конкурсную основу. Подавалось, было около 60 заявок подано, и оттуда было отобрано 25, и на выставку прошло 30 работ. И 25 отобрано, 30 работ. Ага, да. И призерам были вручены сертификаты денежные для приобретения красок, материалов для реализации этой идеи. То есть они как проекты отправляли свои идеи, и потом отборочное жюри выбрало победителей именно с подходящими темами. И они оказались победителями и прошли на выставку. Но вообще художник для чего выставляется? Да? Это реализация, творческая реализация и свой вклад в культуру. Ну и для резюме, наверное, да, то, что участие в определенных проектах, да, чем больше проектов, наверное, тем и... Да, и много молодых художников было, и заявлено, и многие прошли, и они вот для будущего, например, они очень хотят стать членами Союза художников России, и это очень большой плюс. это так просто не станешь, да? Это Нет, нужно нет. определенное количество Да. участия в проектах, да? Обязательно, работ. да, и через несколько этапов проходят. Сначала Якутию, потом Москву, так что это очень серьезно. Что дает, когда ты становишься участником Союза художников России, а не Якутии? Если ты член Союза художников России, ну, уже, соответственно, член Союза художников Якутии, ты получаешь членский билет, и у тебя появляется право посещать все музеи мира бесплатно, есть такое, да. И, конечно же, это целое общество,
целое общество единомышленников. Целая вселенная, хочется сказать, да? Да, целая вселенная. Это обязательно. Для творческого человека очень важны соратники. Это всегда помогает тебе развиваться, идти дальше. И это намного уменьшает твой путь к реализации чего-то большого. Вот показывают замечательных матрёшек, про которые мы чуть не забыли. Расскажите. Так, это работа Натальи Давыдовой. Это наш художник, член Союза художников России. Очень талантливый, мастер своего дела. Во всех техниках работает и графика, и живопись, и декоративно-прикладное искусство. Это у нас матрёшки. И на каждой матрёшке есть буквы. А буквы вот. Те самые. Те самые буквы, название выставки. И вот эти матрёшки у нас, кстати, выставлены на продажу при Союзе художников. У нас есть салон Art-City художественный по Белинского 44, и вы можете приобрести. В единственном экземпляре существуют эти матрёшки. Таких больше нигде нет. Единственный да? экземпляр, и все больше нет. Всё больше они нет. друг в друга, да? Они друг в друга, да. Они складываются, как и настоящие матрёшки. Вот. Очень такая яркая работа. Она привлекла внимание детей особенно. Все хотели их потрогать, посмотреть. Я сама люблю матрёшки. Вот. Очень такая вот яркая точка нашей экспозиции. Да, мне тоже нравится. А вот в доме художников там не очень большие залы, где можно расположиться и посмотреть картины. Там как будто бы тесновато, нет? Нет. У нас есть 2 зала выставочных, и холл мы тоже сделали выставочным. Мы провели там свет. Поэтому на выставке вот «Якутский язык глазами художника» как раз мы задействовали этот холл. И там у нас была центральная фигура арт-группы «Узкий взгляд», такая большая волосогрызка, собранная в 3D-модели. Почему именно волосогрызка, хотелось бы рассказать. Оказывается, вообще во многих улусах волосогрызку называют волосогрызка. Волосогрызка, баттах-грызка, там, а в вилюйской группе, оказывается, волосогрызку называют этинтие, что означает зуб грома. Да, так что якутский язык, он очень богатый, удивительный, и в каждом улусе можно найти свои какие-то удивительные слова, словосочетания. И вот эта волосогрызка, она стоит у нас во 2-м холле до сих пор. Можете прийти, посмотреть, удивиться. Ну да, там всегда двери открыты. Да. Так, как будто бы можно зайти, да, даже мимо идя можно зайти, да, если по времени успеваешь. Да, и у нас там посмотреть. И что-то, получается, можно и приобрести, да? Художественный салон у нас там есть, Art-City. Вот. Ну, активно работаем. Помогаем. Наш салон открылся для помощи нашим художникам, чтобы они могли реализовать свои работы, заработать. Вот. А цель достигнута, которую вы ставили, вот, продумывая этот проект? Вы же как-то хотели вот эти буквы, вернуть? Они есть. Я думаю, что они будут существовать. Но ведь их как-то пропускают, когда вы говорите, пишут слова, что молодежь уже как будто бы их забывает, замещает их какими-то другими знаками. Ну вот мы когда делали как бы промежуточные итоги, подводили, да, смотрели статистику, насколько соотносится ли статистика скачивания вот этого вот приложения расклада якутских букв с нашими активностями. И как раз там совпадало, вот, по крайней мере, в 2022-2023 году, когда у нас были вот как раз первая выставка, да, установили арт-объект, и там как раз были скачки по скачиванию этих приложений на телефон. Так что я думаю, что вот так вот можно отследить, да. Потом в социальных сетях, запрещенные социальные сети, да, сейчас мы делали клич публиковать побольше якутского контента под хэштегом Хэллоуин, чтобы мы могли отследить, во-первых, а во-вторых, чтобы, люди, чтобы общались, писали побольше на якутском языке, да, в социальной сети. И на начало, если акции у нас было там, буквально пару-тройку постов на якутском языке с этим хэштегом, то уже к концу, там, через год, через полтора, было, несколько сотен. Даже, если даже не несколько сотен, а сотня, это уже, мне кажется, показатель. Но сейчас у нас очень много же блогеров якутскоязычных, конечно, контента достаточно. Таня, ты забыла сказать, что
наши проекты стали отправной точкой и других проектов творческих людей, поскольку вот анимационная студия «Тундра» тоже явилась как бы плодом, так сказать, совместного сотрудничества с Сашей Охлопковым, арт-директором этой анимационной студии, которая живет в Новой Зеландии, кстати, но работает очень плодотворно. И сейчас он выпускает якутские мультфильмы, анимационные фильмы «Тымны луга», «Бык холода», «Мунха», и еще недавно выпустил «Танха», 3-й мульт. И недавно буквально они презентовали книжку. Комикс. Вот. Мне кажется, вообще так много выходит, и книги выходят на якутском языке, мультфильмов много, фильмов много. Прям как будто бы вот набирает обороты. Да. И Нюрбинский театр поставил спектакль. Пьесу написала ученица городской гимназии Аигата, национальной гимназии. И спектакль в этом году попал в федеральную программу «Большие гастроли». То есть Нюрбинский театр драматический поедет с этим спектаклем «Хёрын» в Иркутск, в Иркутскую область. Якутии. Да, уже за пределы Якутии. Ну вот Саша Хлопков, допустим, прямо там в интервью говорит, что проект стал катализатором появления студии анимации «Тундра». Анжелина Ильина вот тоже вдохновилась этим проектом, конкретно вот Елизавета консультировала и курировала, можно так сказать, да, при написании пьесы и постановке спектакля. То есть, как бы получается, и язык нас вдохновляет, ну вообще общество, да, и с другой стороны вот и творческие люди объединились, да, и вот такой синтез, как синергия, да, можно так сказать, породила, ну, и другие течения, дала возможность людям реализоваться. Может, вы поедете с этим проектом еще в какие-то города? Такое же тоже может быть? Была такая идея, Была такая идея как раз союзом художников, но пока посмотрим. Ну, наверняка вы еще не один грант выиграете. Надо надеяться. Да, надеемся. Там же можно на один проект, но через какое-то время, да, все равно получить грант. Да. Ну, вообще вот язык искусства, он такой универсальный. Вот вначале же вы говорили, что еще не надо забывать про русскоязычное население, да, что мы, ну, возможно... Да, не забывайте про нас. Да. Но это искусство такая сфера, которая преодолевает, мне кажется, все вот преграды, и языковые, да, и возрастные, как показал проект, и вот эти вот, как сказать, географические, ну, территориальные, да. Мы вот Саша вроде живет в Австралии, Новой Зеландии, Нюрбинский театр тут же подключился тоже, да, то есть как бы сейчас границ нет, и тем более, мне кажется, и для тех, кто живет в одном городе, и вот, допустим, вся выставка, оформление выставки, она была составлена на 2 языках, на русском, на якутском языке, чтобы люди могли соотнести, да, эти тексты. И приходили ученики языковой школы, которые изучают именно якутский язык, но русскоязычные. Приходили, смотрели, были на перформансе поэтическом, им понравилось по ходу действия. Мы читали стихи под живую музыку и электронную музыку. Что еще мы делали? Хомус был. И тут же, конечно, мы рассказывали о языке, о происходящих событиях в мире, о том, что сейчас уже как бы происходит некоторая глокализация. Если была унификация, больше тяготение к унифицированию каких-то аспектов нашей жизни, да, но сейчас мы наблюдаем уже, так сказать, уже глокализацию, то есть утверждение на местах как бы своей аутентичности, своей уникальности. Да, есть такое сейчас повсеместно, не только в нашей республике, но и в других национальных республиках. Мы замечаем, отмечаем, что вовсю ведется работа по сохранению своих родных языков. У вас вот на одежде принты, у вас тоже. Да. И вы все такая в буквах. Елизавета, вот вы про стихи говорили, про поэтические вот вечера, выступления. Может быть, у вас есть желание сегодня прочесть что-то из вашего творчества? В связи с этим я бы хотела отметить, как носитель эпического наследия своего народа, да, стихи на якутском языке переводить на русский очень сложно. У нас совершенно другая структура языка. Получается, ну, есть некоторые подстрочные переводы некоторых стихотворений, но вот
по большому счету это взять и перевести сложно, если я пишу в основном архаичными понятиями, возможно. Вы пишете на якутском? Да, на якутском языке. И там есть несколько слоев, так сказать, если грубо можно так сказать, да. Есть, конечно, разговорный язык, который просторечие используется всеми, ну и есть и высокий такой стиль, который есть в нашем эпосе Аланхо. И если писать вот таким эпичным, так сказать, языком, это переводить очень сложно на самом деле, и поэтому, возможно, я вам прочитаю сегодня немного не в тему, может быть, стихи, но меня очень любезно переводила моя коллега Марина Клюева. Так, я попробую что-то найти и прочитать из того, что есть, с вашего позволения. Да, конечно. Конечно, было бы здорово, если бы перевели мои стихи о языке тоже. Ладно, потом как-нибудь, может, получится. И снова лето, уходя, меня целует на прощание, взяв напоследок обещание не забывать и ждать, любя. Ладонью теплой на плечо осенний желтый лист ложится, и осень волосы мои ласкает солнечным лучом. Она, как любящая мать, своей рукой сплетает косы, а я стою простоволосой, пытаясь мысли причесать. Порхают мысли мотыльки, они меня уносят в лето, недолго пролетает где-то и на лужайку отдыхать. Мгновение ока соберу я их с притихших сонных веток, в тобой подаренную книгу их осторожно положу. В один из темных вечеров я загрущу о теплом лете, о звездно-мотыльковом небе и в эту книгу загляну. Рой белых мотыльков вспорхнет, моей внимая летней песни, и снегом девственно-чудесным на землю тихо упадет. Спасибо, вот очень красиво же. Прям очень хорошо. Или вот как-то не совсем так, как звучит на родном языке. Мелодика совпадает у Марины, но, конечно, звучит это совсем по-другому. Это сложно найти, получается, своего, да, вот переводчика, который вот как-то попадет. Вот. Да, именно так. Именно так. Надо же. Не задумывалась даже об этом. Спасибо вам большое. У нас остается меньше минуты до конца эфира. Может быть, нашим слушателям и зрителям напомним, что они могут посмотреть, да, вот виртуальную версию, да, в выставке, которая прошла в прошлом году и которая ожидается еще в следующем году, и она будет немножко другой, и пусть это пока останется тайной, некой интригой для тех, кто неравнодушен к искусству и к якутскому языку. Спасибо вам большое, дорогие слушатели и зрители. Всех благодарю за ваше внимание. Всем хорошего вечера. Ну и приходите на выставки в Союз художников.